Уважаемые коллеги, добрый день! Мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам на наш республиканский семинар «Инструменты и технологии повышения качества образования. Опыт региональных инновационных площадок и опорных школ». Мы очень рады, что у нас это уже не первый такой семинар, да, когда наши региональные инновационные площадки, наши опорные школы делятся своим опытом в различных сферах своих образовательных проектов. Сегодня с нами будут работать наши коллеги из школы номер 40 города Воркуты. Сегодня с нами опорная школа СОШ номер 3 города Усинска. Также с нами сегодня работают коллеги из опорной школы гимназии номер 2 города Инты, гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина города Сыктывкара, тоже опорная школа, и опорная школа СОШ номер 23 города Воркуты также представит сегодня свой опыт. Коллеги, программа у нас сегодня очень насыщенная, очень разнообразная. Коллеги готовы поделиться с вами своими наработками в области повышения качества образования. И, конечно, очень важно, что сегодня мы с вами говорим о том, как необходимо использовать разнообразные технологии в плане реализации федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. Коллеги, для ведения нашего сегодняшнего семинара я передаю слово Александру Викторовичу Аверину. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы действительно в конце этого года проводим такие мероприятия, в которых наши региональные инновационные площадки и опорные школы представляют свой наработанный уже опыт и могут поделиться им со всеми образовательными организациями и учреждениями Республики Коми. И, конечно же, действительно, мы говорим сегодня об очень важной задаче, ключевой задаче для нашего образования, это повышение качества образования. И надеюсь, что тот опыт, который будет сегодня представлен представителями самых разных опорных школ и региональных инновационных площадок, будет вам ценен и полезен. Уважаемые коллеги, вы можете задавать вопросы непосредственно в чате, либо в специальной вкладке «Вопросы». Мы по ходу ведения нашего семинара будем к ним обращаться, если они будут, собственно, обозначены вами. Ну, а также, конечно же, следите за теми тенденциями, о которых будут говорить представители региональных инновационных площадок и опорных школ. И хочу вам сказать, что очень многие материалы как раз размещены на их официальных непосредственно сайтах. Поэтому вы можете с ними дополнительно ознакомиться. Ну, а сейчас я хотел бы передать слово Туринбекову Радику Хамитовичу. Добрый день, Сергей Александрович. Спасибо, что присоединились к нам. Радик Хамитович, здравствуйте. Вы нас слышите? Пожалуйста, присоединяйтесь. Добрый день. Добрый день. Мы рады вас видеть. Знаем, что 40-я школа одна из, давайте так скажем, да, передовых у нас в этом отношении, в том плане, что очень часто и активно она включается в очень разные проекты, в конкурсное движение, не только. Поэтому вам, как региональной инновационной площадке, мы хотели бы предоставить сегодня слово первое. Поэтому вам слово. Третий раз региональная инновационная площадка. Большое спасибо. Ну и с вашего позволения, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, участники сегодняшнего семинара. Для нас, как всегда, это огромная честь представлять наш уже имеющийся опыт. Сегодня это в сфере повышения качества образования, но опять же с помощью нашей инновационной деятельности, с помощью нашей цифровой образовательной среды и с помощью нашей региональной инновационной площадки. Напомню, что наша школа находится в городе за полярным кругом, в самом восточном городе Европы. Школа 40 приняла первых учеников осенью в 1974 году. Тогда она была рассчитана на 690 учащихся. В школе сегодня реализуются программы от предпрофильного до углубленного обучения по таким направлениям, как физика, математика, информатика, химия, английский язык. Школа ежегодно набирает не менее 4 первых классов при общей тенденции к оттоку населения из города и уменьшению численности населения. С 2012 года нашей образовательной организации был присвоен статус республиканского ресурсного центра, что позволило сформировать важнейшие компетентности сетевого взаимодействия в рамках школьной программы информатизации «Школа будущего», которая стала республиканской.
а в 2020 году стала обладателем гранта в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Сегодня в школе обучается 810 детей, из них 14 учащихся с ограниченными возможностями здоровья и 8 детей-инвалидов. Образовательный процесс для этих учащихся осуществляется в образовательных классах и на дому. Наша образовательная команда готова поделиться опытом реализации проекта «Цифра не для всех, цифра для каждого», который является трендом одного из модулей современного образования цифровой трансформации образовательной организации для учащихся с особыми образовательными потребностями. При разработке концепции данного проекта мы отталкивались от потребительского сегмента и требований к возможному решению со стороны различных групп потребителей образовательных услуг. Участвуя в проекте «Цифровая образовательная среда», мы столкнулись с тем, что цифровизация и цифровая трансформация школы – это не только позволяет нам расширить цифровые компетентности, но и осуществлять коммуникацию, позволяет найти новые смыслы, позволяет обмениваться опытом не только в рамках республики, как мы это делаем сейчас, но и в рамках регионов нашей с вами необъятной страны. И как администрация школы, и прежде всего как педагоги практики, мы столкнулись с проблемой реализации цифровой среды. Так как сегодня отсутствуют механизмы внедрения цифровых решений и сопровождения процессов цифровой трансформации школы, которые бы в том числе учитывали образовательные потребности особых категорий учащихся и их родителей. По результатам анализа существующих проблем и реальных возможностей нами был опробирован модуль цифровизации ресурсов, цифровых решений, организационных возможностей для учащихся с особыми образовательными потребностями. На слайде как раз вот представлена модель цифровизации школы для особых категорий учащихся. В структуру модели вошли такие элементы, как цифровая инфраструктура, цифровые платформы, инструменты, кадры цифровой трансформации, а также организационные возможности с учетом потребностей различных категорий обучающихся. Это не только дети с ОВЗ, но и дети инофоны, дети билингвы, одаренные дети и часто пропускающие занятия учащиеся по болезни или просто уехали на соревнования. Содержательная модель цифровой практики включает в себя различные аспекты. Во-первых, это освоение форм и методов обучения в соответствии с рекомендациями ПНПК и согласия родителей, законных представителей на обучение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательных классах. Практически все дети полностью включены в образовательную деятельность школы. Им оказывается различная помощь специалистов. Обучающиеся с ОВЗ принимают участие в классовых и массовых мероприятиях, посещают кружки, занимаются урочной и внеурочной деятельностью. Во-вторых, это применение технологий дистанционного обучения, когда учащиеся, например, проходят курсы лечения, да, то занятия его не прерываются, а ребенок имеет возможность в любое время задать вопрос учителю и получить от него исчерпывающий ответ. Также в режиме онлайн или в режиме офлайн ребенок может работать с узкими специалистами. В-третьих, это обучение на дому для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную организацию. Опыт показал, что предполагаемую форму обучения могут использовать учащиеся с особыми образовательными потребностями их родителей, педагоги, администрация школы. Результаты проекта были отмечены главой Республики Коми.
а также министром образования и молодежной политики Республики Коми во время рабочего визита в декабре 2020 года. Более того, саму идею проекта, да, и уже определенные наработки проекта мы представляли на конкурсе лучшей управленческой команды. Буквально на прошлой неделе были подведены результаты конкурса, всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа». И мы там стали лауреатами в номинации «Цифровизация». Приоритетны в нашем проекте стали интересы и потребности конкретного ребенка, а цифровизация стала инструментом персонализации процесса обучения и воспитания. Проект был составлен в соответствии с требованием федерального и регионального законодательства, а также с учетом федерального государственного образовательного стандарта всех уровней образования и требованиям различных контрольно-надзорных органов. Целевая аудитория проекта также представлена на слайде. Особую роль в реализации проекта, особая роль отведена педагогам, так как выявленный недостаток знаний и компетентности в области цифрового образования был нами преодолен путем корпоративного обучения по программе «Цифровая грамотность педагога», разработка электронных курсов и электронных образовательных ресурсов, организованные как раз нашим с вами институтом КРИРО и ПК на платформе «Единая система электронного обучения». Нами также были рассмотрены возможные альтернативы цифрового обучения, как синхронно-аудиторное, так и асинхронное, а также альтернативы как урочно-внеурочной деятельности, так и дополнительное образование. Таким образом, резюмируя сказанного, я хочу сказать, что транслируемый нами опыт создан для учащихся с особыми образовательными потребностями и их родителей, чтобы устранить разрыв, возникший между особыми потребностями и условиями современного образования. И наша роль в этом проекте продолжить систему мер, позволяющую максимально сблизить участников образовательных отношений. Результаты проекта также представлены на слайде. С 2012 года, с момента присвоения нашей образовательной организации статуса Республиканского ресурсного центра в области информатизации, нами ведется аналитика, связанная с качеством учебной деятельности обучающихся в условиях стимулирования цифрового образования, так как обучение в цифровой образовательной среде предполагает наличие навыков учения, поиска и обработки информации, умение использовать решение практических задач. В ходе инновационной деятельности мы увидели положительный результат в инклюзивном образовании, который имеет возможность включения ребенка с особыми образовательными потребностями в учебный процесс с группой обучающихся в режиме онлайн при использовании современных информационно-коммуникационных средств. Цифра в условиях отдаленности Воркуты, в условиях кадрового голода позволила расширить варианты взаимодействия и партнерства. Дистанционное сетевое взаимодействие – это привлечение узких специалистов. Информационное, организационно-методическое сопровождение не только педагогов, но и родителей. Цифра помогает нам обеспечить непрерывность образования не только в условиях пандемии, но и в условиях климатических условий. Да? Кроме того, цифровые образовательные платформы используются педагогом не только в карантинные дни, но и в актированные, которые для нас являются просто спасательным кругом. Нами также были рассмотрены важные барьеры и риски запуска и реализации цифровой трансформации образовательного процесса. При подготовке педагогов к работе с детьми основное внимание мы уделяли обучению учителей мотивационным методам. Их главная задача состоит в том, чтобы побуждать, давать импульс, толчок мысли, чувству и действию. То есть проявлять качество инструктора и тьютора. Кроме того, наши педагоги понимают, что они являются наставниками учащихся в цифровом мире. Для оценки эффективности и успешности реализации цифровой образовательной среды мы используем следующие показатели. В ходе анализа психолого-педагогических компетентностей педагогов школы и специфики деятельности педагогов мы
выделили следующие критерии компетентности. Это когнитивный, мотивационный, тьюторский и информационно-коммуникационный. Таким образом, формула управления в рамках тренда цифровизации – это попытка не обезличить человека за цифрой, это попытка заставить цифру служить человеку и помочь ему социализироваться, стать личностью. А главным результатом должен стать фундаментальный принцип школы образования для всех, который состоит в том, чтобы каждый человек должен иметь возможность учиться. Не стоит опасаться цифровизации. Цифра расширяет возможности основополагающего принципа цифрового образования, в котором все люди должны иметь возможность учиться вместе, независимо от каких-либо трудностей. Спасибо за внимание. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо, Ради Хамитович. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что у вас есть возможность задавать вопросы. Вы можете их оставлять непосредственно в чате или в специальной вкладке. Ради Хамитович, прокомментируйте, пожалуйста. Вот вы говорили о том, что основная задача, которая может быть решена за счет цифровизации, это обеспечение адресной помощи детям с разными образовательными потребностями. Скажите, пожалуйста, вот как изменилось качество их подготовки? Вот мы видели, что этот показатель у вас берется за основу, да, в данном случае, вы оцениваете эффективность, в том числе и с учетом как раз именно этих показателей. Вот что произошли, какие качественные сдвиги в этом направлении вы можете отметить? Так, ну, во-первых, можно вернусь к слайду, да, и попробую вот с каждой категории немножечко, да, прокомментировать, какие же результаты. Так, ну вот, если говорить о детей с ограниченными возможностями, да, здоровья, во-первых, да, как я обозначил, цифра помогает сузить границы, да, то есть поддерживать связь с педагогом. Это постоянная связь, допустим, ребенок уехал на длительное лечение, да, и здесь плюс в том, что его процесс обучения, он не прерывается. Да, соответственно, и здесь уже, да, у него нету пробелов в пропущенных темах, допустим, да, которые он мог пропустить, когда уехал или когда не пропускал. Плюс ко всему, здесь за счет офлайн режима, да, расширяются возможности ребенка в том, что он может выполнять, допустим, какие-то задания, да, и при этом отправлять их учителю. Если это, например, использование каких-то образовательных платформ, то он также может заниматься и самообразованием. Плюс ко всему, это, конечно же, участие и в олимпиадах, и в конкурсном движении. У нас практически все учащиеся, да, вы все прекрасно знаете, сейчас у нас завершается, точнее, уже школьный этап Всероссийской олимпиады, да, и у нас многие учащиеся за счет цифры принимают участие в олимпиаде на платформе Sirius. Это тоже определенный плюс. И мы видим тоже результаты, которые приходят по итогам этих олимпиад. Вот. Если говорить о... Да, это вот своего рода такая новая категория для нас детей. Дети-инофоны, дети-билингвы. Да, это связано с тем, что приезжают люди, да, это, как правильно, эмигранты, да, которые приезжают с территории бывшего стран. Да, СНГ, да, или бывших стран СНГ, да, которые и вроде бы, да, родители владеют русским языком, а дети уже как-то вот у них возникают проблемы. И вот здесь цифровизация тоже помогает расширить детям, помогает расширить их словарный запас. Использование цифры, использование электронных учебников, да, которые позволяют озвучивать тексты, да, позволяют им тоже не, скажем так, наверное, громко скажу, да, но все-таки не отставать от детей, которые
читают эти учебники, да, и владеть материалом. И еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, в чем вы видите, собственно, дальнейшие перспективы вот, развития цифровизации? Как вы видите это на уровне своей образовательной организации? Я тогда просто прокомментирую. Буквально в августе на международной, опять же, московской конференции, посвященной проблемам образования, вот вы как раз задали такой тренд, как индивидуализация или персонализация образования с использованием цифровых возможностей и так далее. Да? В целом определение развития ребенка на основе данных. То есть как некий такой тренд, некая такая идея, которая сейчас активно развивается, например, в данном случае университетом 2035, где используются не только у нас какие-то объективные показатели, связанные с успеваемостью, с качеством знаний и так далее, но и все иные, так скажем, да, которые характеризуют продукты деятельности школьника. Это могут быть и цифровые следы, допустим, которые ребенок осуществляет, а мы можем с вами анализировать. Это, естественно, продукты, которые анализируются уже с помощью искусственного интеллекта и так далее. То есть такие технологии действительно в этом отношении могут быть перспективными. Но я думаю, что вы как раз можете взять это за ориентир некий для себя, для развития своего непосредственно проекта и для обеспечения уже новых возможностей, в том числе и в повышении качества образования. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что у нас есть возможность задавать вопросы. Огромное спасибо, Ради Хамитович, как всегда. Опыт 40-й школы, в том числе в контексте цифровизации, является очень интересным. И буквально несколько моментов. Где можно познакомиться с ним? На сайте учреждения есть или нет? Данный проект? Ну, вообще по цифровизации, по вашим продуктам. Да, конечно. Конечно, есть. Вот, но при этом, я думаю, сейчас Сергей Александрович тоже будет делиться да, опытом работы. У нас есть замечательная платформа, кстати, автором которой как раз является Сергей Александрович Смирнов. Она у нас да, является как виртуальной площадкой нашей воркутинской системы образования, и весь опыт мы выкладываем как раз в нашем виртуальном методическом кабинете, который прикреплен к Воркутинскому дому учителю. Я на форуме уже показывал ссылки, где находится весь этот материал, вот, и да, данный материал находится как на виртуальной площадке, так и материалы у нас есть на сайте нашей школы. Спасибо, Ради Хамитович. Мы обязательно дождемся выступления Сергея Александровича, который у нас будет завершать сегодня программу. Он к нам присоединился. Еще раз огромное спасибо вам. Мы продолжаем нашу программу. И сейчас мы переходим уже к опыту средней общеобразовательной школы номер 3 города Усинска с углубленным изучением отдельных предметов. Уважаемые коллеги, мы видели, что вы к нам присоединились, поэтому если вам понадобятся права модерации, то мы готовы в данном случае их вам предоставить. Ну, а мне хотелось бы сказать о том, что у нас будет сразу же несколько выступлений. Это будут видеозаписи, поэтому, уважаемые коллеги, они в любом случае вместе с нами на площадке работают. Вы можете также задавать вопросы в чате и так далее. Я представлю, это Жаркова Ольга Васильевна, учитель географии. Это Светлова Екатерина Михайловна, учитель русского языка и литературы. Вавилова Ольга Георгиевна, учитель русского языка и литературы. И Васильева Татьяна Николаевна, учитель химии. Мы предоставляем возможность представить опыт. Еще раз обращаю ваше внимание, что это будет видеозапись, но коллеги вместе с нами, вы можете задавать вопросы в чате. Итак, мы начнем непосредственно с выступления Ольги Васильевны и пойдем непосредственно дальше по программе. Пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Жаркова Ольга Васильевна, я учитель географии 3-й школы с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска. Также по совместительству курирую проект «Опорная школа». Образовательная технология – это процессная система совместной деятельности учащихся и учителя по проектированию, организации, ориентированию и корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при обеспечении комфортных условий участникам. Для реализации познавательной и творческой деятельности
школьника в учебном процессе используют современные образовательные технологии, дающие возможность повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся. На уровне среднего общего образования методическую и практическую результативность имеют следующие технологии. Технология деятельностного метода, которая повышает эффективность урока, активизирует учебную деятельность учащихся, развивает логическое и творческое мышление. Технология проблемного и проблемно-диалогического обучения. Целью этой технологии выступает приобретение знаний, умений и навыков, усвоение способов самостоятельной деятельности, развитие познавательных и творческих способностей. К достоинствам проблемного обучения можно отнести высокую самостоятельность учащихся, формирование познавательного интереса и личностной мотивации учащихся. Технология развития критического мышления. Она позволяет сделать обучение более осмысленным, а участие учеников в этом процессе более активным. Способствует формированию социально значимых качеств личности и прежде всего критического мышления. Учащиеся овладевают различными способами интегрирования информации. Формируются коммуникативные навыки, вырабатывается умение слушать других, толерантность. Технология сотрудничества представляет собой современную образовательную технологию личностно-ориентированного типа. Руководители групп и их составов подбираются по принципу объединения школьников разного уровня знаний, информированности по предмету, совместимости учащихся, что позволяет взаимно дополнять и обогащать друг друга. Информационно-коммуникационные технологии. В процессе обучения географии направлены на формирование компетенций в области информационной деятельности школьников, воспитания их географической культуры. На уроках географии в 10-11 классах использую индивидуальные рабочие листы, которые позволяют каждому ученику определять цель своих действий в предложенных рамках работы, искать возможные решения, чувствовать свободу выбора знаний и практических возможностей, проявлять самостоятельность при решении возникших проблем. То есть ученик становится активным участником процесса обучения. Кроме того, заполнение листа непосредственно по ходу урока позволяет сразу теоретические знания переводить в практическую форму. Использование рабочих оценочных листов дает возможность оценить индивидуальные возможности каждого ученика, проследить формирование ОУД и участие в процессе обучения, видеть пробелы в изучении темы, корректировать процесс обучения индивидуально, что делает обучение более эффективным, а также позволяет проследить личностный рост каждого ребенка. Технология лекционно-семинарской зачетной системы. Учащимся подается материал большими блоками, в каждый из которых входит одна крупная или несколько мелких тем. Это позволяет учащимся познать причинно-следственные связи во всем комплексе явлений по данной теме. Использование лекционно-семинарской системы позволяет качественно улучшить учебный процесс, повысить прочность полученных знаний, значительно развить навыки самостоятельной работы школьников. Технология использования в обучении игровых методов. Игровые технологии связаны с игровой формой взаимодействия педагога и учащихся через реализацию определенного сюжета, игры, сказки, спектакля, делового общения. При этом образовательные задачи включаются в содержание игры. На уроках географии использую занимательные деловые ролевые игры. Проектная деятельность – это способ формирования метапредметных результатов обучения. Проектная деятельность способствует развитию у учащихся всех трех типов УУД – регулятивных, познавательных, коммуникативных. Использование проектной технологии на уроках географии позволяет решить ряд образовательных, воспитательных и развивающих задач. В частности, способствует более прочному и глубокому освоению изучаемого материала. Позволяет учащимся проектировать алгоритм собственной деятельности и прогнозировать ее результаты. Знакомит с методами исследования, учит выбирать конкретные методы и методики, необходимые для собственного исследования, создает условия для приобщения учащихся к разнообразным формам организации исследовательской работы, формам итогового оформления и оценивания ее результата, презентации проделанной работы.
Использование проектной технологии способствует успешной защите индивидуального итогового проекта, защита которого обязательна на уровне среднего общего образования. У нас в школе ведется элективный курс «Индивидуальный проект», который входит в обязательную часть учебного плана среднего общего образования, реализуется в объеме не менее 68 часов в течение 1 или 2 лет, и защита индивидуального итогового проекта является допуском к государственной итоговой аттестации. В школе разработано положение об индивидуальном итоговом проекте учащихся 10-11 классов, и оценивание индивидуальных проектов проходит по 9 критериям, которые вы можете видеть на слайде. Индивидуальный проект выполняется учащимися по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов или курсов в любой избранной области деятельности – познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой и иной. В нашей школе индивидуальный проект выполняется учащимися самостоятельно под руководством учителя, так называемого тьютера. Важным является, что результатом индивидуального проекта является продукт. В 2020 году из 56 выпускников, которые защищали индивидуальный проект, было представлено 10 проектов по географии. В рамках проекта «Опорная школа» в феврале-марте 2021 года проведен муниципальный фестиваль индивидуальных итоговых проектов учащихся общеобразовательных организаций муниципального образования городского округа Усинск. Участниками фестиваля стали 13 учащихся 10-11 классов городских и сельских школ, изучавшие на уровне среднего общего образования элективный курс «Индивидуальный проект». К работе в качестве экспертов были привлечены педагоги нашей школы. Лауреатами фестиваля признаны 7 старшеклассников муниципалитета, в том числе 2 учащихся нашей школы в секции «География» и «Русский язык и литература». Использование современных образовательных технологий способствует повышению качества знаний учащихся по географии. Так, ВПР и ЕГЭ по географии позволяют оценить качество образовательной подготовки учащихся в соответствии с требованиями в ГОС. В апреле 2021 года проводились всероссийские проверочные работы по географии в 11 классах. Результаты по сравнению с результатами по республике и муниципалитету гораздо выше. Качество знаний составило 91%, подтвердили отметки по журналу 77% выпускников. Результаты ЕГЭ по географии свидетельствуют о высоком качестве знаний по предмету, в том числе и высоких результатах учащихся на ЕГЭ по географии за последние 3 года. При этом в 2019 году один учащийся набрал максимальное количество баллов на ЕГЭ по географии 100 баллов. В этом году в ЕГЭ по географии приняли участие 7 выпускников, что составляет 13% от общего числа выпускников школы. Средний балл по ЕГЭ составил 70 баллов. При этом география у нас преподается как на базовом уровне, так и на углубленном уровне. Средний балл одинаков, а максимальный балл был в классе с углубленным изучением отдельных предметов, в данном случае географии, 83 балла. Использование современных образовательных технологий способствует формированию новых компетенций учащихся, саморазвития личности ученика, исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности, творческого потенциала учащихся, повышения личной уверенности каждого ученика, его самореализации и рефлексии, развития исследовательских умений, навыков критического мышления, умения искать пути решения проблемы, развитие осознания значимости коллективной работы, сотрудничества для получения результатов в процессе выполнения творческих заданий. Спасибо за внимание. Надеюсь, мой материал был для вас. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Меня зовут Светлова Екатерина Михайловна. Я учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Усинска. Тема моего выступления –
использование цифровых образовательных платформ в учебной деятельности. С каждым годом современные информационные технологии все больше внедряются в нашу жизнь. В 2019-2020 учебном году, в период самоизоляции, особенно актуальными для педагогов стали цифровые образовательные платформы, которые существенно облегчили нашу работу, помогли объяснить и закрепить новый материал, а также проверить знания учащихся. Образовательная платформа – это ограниченный, личностно-ориентированный интернет-ресурс, посвященный вопросам образования и саморазвития и содержащий учебные материалы, которые предоставляются пользователям на тех или иных условиях. В своей педагогической деятельности я использую несколько образовательных платформ с целью повышения эффективности учебной деятельности, формирования положительной учебной мотивации, повышения качества образовательных результатов, экономии собственного времени за счет автоматической проверки работ учащихся. Хотелось бы подробнее остановиться на тех образовательных платформах, которые я использую в своей педагогической деятельности. Первый ресурс – это Учи.ру, российская онлайн-платформа, где учащиеся из всех регионов России изучают школьные предметы в интерактивной форме. Платформа Учи.ру включает в себя онлайн-курсы по школьным предметам, а также внешкольные курсы. Прежде всего, учителя должны зарегистрироваться в системе, а затем зарегистрировать своих учеников, раздать им логины и пароли для входа на платформу, а также родители могут пройти регистрацию и наблюдать за успехами своего ребенка. Один из видов работы на сайте – это выполнение карточек с заданиями. Таким образом, учащиеся могут лучше закрепить изученный материал на уроке, а также выполнить ряд тренировочных заданий. Также на сайте есть проверочные работы по темам и разделам. Учитель может выдать учащимся готовую работу или создать самостоятельно, выбрав из предлагаемых заданий те, которые посчитает нужным. Учителю доступна статистика, можно посмотреть отметки, процент выполнения каждого задания и ошибки учащихся. На сайте ученики могут принять участие в олимпиадах по разным предметам. Учитель, подготовивший победителей и призеров, наряду с учениками получает грамоты и благодарности. К сожалению, на Учи.ру пока нет заданий для учащихся старших классов, поэтому в процессе подготовки учеников 10 и 11 классов к единому государственному экзамену я использую материалы онлайн-школы Фоксфорд. На этой платформе есть и курсы, и интерактивный учебник, онлайн-тесты, олимпиады. Сначала учителю следует зарегистрироваться, создать класс и отправить ссылку ученикам, для того, чтобы они зарегистрировались под своими именами. Чаще всего на этом сайте я выдаю задания для отработки тестовой части ЕГЭ. Так же, как и на других платформах, доступна статистика, которая позволяет отследить, в какой степени усвоена тема. Конечно же, мы можем просмотреть ошибки каждого ученика, обсудить и дать рекомендации. На сайте доступны также курсы как для педагогов, так и для учеников. Еще один ресурс – интерактивная рабочая тетрадь. Она разработана при поддержке издательства «Просвещение». У учителя есть возможность выбрать из предложенных заданий подходящее. Задания разнообразные, по всем темам и разделам предмета. Можно предварительно задание просмотреть, прорешать самостоятельно, затем указать сроки выполнения работы. Если есть необходимость, ограничить время выполнения. И очень важный момент – не показывать правильные ответы ученикам, дабы они не передавали друг другу. Скопировать ссылку и отправить в электронный дневник.
Задание разработано по разным предметам. Эта платформа полезна будет и учителю литературы, английского языка, химии, физики. Те образовательные платформы, о которых я сегодня успела рассказать, это, конечно, далеко не полный список. Есть и другие достойные ресурсы. Например, видеоуроки НЕТ, Я-класс, РЭШ, к которым я тоже обращаюсь при подготовке к урокам и непосредственно на уроке. В завершении своего выступления хотелось бы подчеркнуть, что использование цифровых платформ способствует повышению качества образовательных результатов. Анализ всероссийских проверочных работ и единого государственного экзамена свидетельствует о высоком качестве знаний учащихся. Благодарю за внимание. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Вавилова Ольга Георгиевна. Я учитель русского языка и литературы 3-й школы города Усинска. И свое выступление хочу начать с небольшого предисловия. Мы с вами работаем с детьми разных возрастов, над всеми разделами учебной программы, и нам необходимо быть в курсе того нового, что появляется в научных дисциплинах, так или иначе связанных с нашими предметами. Каждый день нам приходится решать разные проблемы. И часто в этой постоянной гонке мы задаемся вопросом, а что же мы хотим получить на выходе? Конечно, выпускника с определенным набором знаний. Если учитывать темпы прироста научной информации, то ясно одно – выпускник школы никогда не будет владеть таким количеством знаний, которых бы ему хватило на всю оставшуюся жизнь. Подавляющему большинству придется самостоятельно их наращивать, причем, скорее всего, этот процесс будет постоянным. А для этого нужно уметь самостоятельно работать с информацией. То есть знать, где и как ее можно найти, анализировать то, что получили, сравнивать данные из разных источников, отличать факты и их интерпретацию, оценивать аргументы и делать самостоятельные выводы, понимать, каким образом можно использовать добытое знание для решения своих проблем. Создать условия для развития всех перечисленных выше умений помогает применение технологии развития критического мышления. В моем докладе речь пойдет именно об этой технологии, так как считаю ее использование на уроках в старших классах в особенности весьма эффективным. Конечно, на данный момент назвать эту технологию совершенно новой для нас будет не совсем правильно. Думаю, что в настоящее время каждый из нас активно использует методы и приемы данной технологии на своих уроках. Но каждый раз приходится подбирать для конкретного класса и для конкретной темы что-то новое. Давайте вспомним, что относят к признакам критического мышления. Это самостоятельность мышления. Критически мыслящий человек что-то утверждает, дает оценки, высказывает идеи независимо от других людей. Это не значит, конечно, что он всегда оригинален, то есть говорит нечто, что до него никто не говорил. Можно согласиться с чьей-то точкой зрения, но не потому, что ее высказал очень авторитетный человек, а потому, что аргументация этой точки зрения кажется наиболее убедительной. Следующий признак – это информация, которая не является целью мышления. Она его отправная точка, толчок к его началу. Достаточно часто учащиеся самых разных возрастов на вопросы, для чего необходимо изучать тот или иной предмет, отвечают, чтобы знать. Согласитесь, такой подход к учебной деятельности фактически делает ее бессмысленной. Это все равно, что много и тяжело работать, чтобы были деньги. Не для того, чтобы на них купить что-то нужное или желанное, а чтобы они просто были. Но с другой стороны, пренебрегать процессом поиска и накопления информации тоже неправильно. Пустая голова не может думать. Критически мыслить значит делать аргументированные выводы, а не голословные заявления. Следующий признак – это цель мышления, которая не является решением какой-то проблемы. Чтобы научить человека мыслить критически, надо вначале научить его видеть наличие проблемы, формулировать ее. Наши потребности очень разнообразны, поэтому и проблемы, требующие решения, тоже очень разные. Они могут быть и сугубо практические, или чисто познавательные. Когда мы сталкиваемся с областью еще непознанного, сомневаемся в истинности имеющихся у нас знаний.
Если мы четко осознаем проблему и хотим ее решить, наша деятельность тогда будет гораздо продуктивнее. Следующий признак – это стремление к убедительной аргументации, когда мы не просто утверждаем что-то, а подкрепляем свою точку зрения ссылкой на факты, экспериментальные данные, существующие теории и тому подобное, то одновременно мы соглашаемся с тем, что могут существовать факты, данные, теории, которые подкреплять могут и иную точку зрения. Мы соглашаемся выслушивать аргументы оппонента и внутренне готовы признать его правоту, если он более убедителен. Критически относиться к информации значит не принимать на веру бездоказательные утверждения, уметь оценить силу аргументов, сравнить разные позиции, выработать собственную точку зрения. И вот здесь хотелось бы подчеркнуть важность использования критического мышления не только для успешной учебной деятельности наших учеников, но и для жизни вообще. Если они научатся мыслить именно так, то ими будет трудно манипулировать. Критическое мышление социально. Для того, чтобы оценить силу своих аргументов, надо о них кому-то рассказать, выслушать возражения или вместе поискать новые, более убедительные доказательства. Хочу резюмировать свои признаки критического мышления, подвести итог небольшой. Какой урок можно назвать уроком развития критического мышления? Это тот урок, который способствует развитию критического мышления. Урок, на котором ученики вначале формулируют проблему, которую необходимо решить, а потом разными способами получают информацию, которая необходима для ее решения. Каждое утверждение требует доказательства, а каждый вывод – аргументации. Любой имеет право на собственную точку зрения, лишь бы она была обоснованной. Результаты работы обсуждаются, полученные результаты, сделанные выводы, сравниваются. Урок, построенный в рамках технологии критического мышления, содержит 3 основные фазы. Начало работы – формулировка проблемы, которую необходимо решить. Необходимо, чтобы проблему наши ученики увидели самостоятельно. Например, поняли, что их знания по какому-то вопросу неполные или противоречивые. Осмысление содержания – то, что в классической формулировке называется изучением нового материала. Только посыл при этом другой. Мы работаем с этим этапом не для того, мы работаем с этим материалом не для того, чтобы его изучить, а для того, чтобы, усвоив, решить поставленную нами проблему. И при этом могут быть использованы самые разные формы работы. Следующий этап – рефлексия. На этой стадии происходит возврат к тем проблемам, вопросам, предположениям, которые были сформулированы на стадии вызова. Обмениваясь мнениями о полученной информации, систематизируя ее, ребята делают выводы о том, какие из предположений были верными, а какие нет. Выясняют, какой способ решения был наилучший. А если что-то решить не удалось, формулируется новая проблема, над которой можно будет поработать на следующем уроке. Таким образом, цикл замкнется. Далеко не всегда можно реализовать все 3 стадии в рамках одного урока. Поэтому часто целесообразно планировать в русле этой технологии не отдельный урок, а изучение темы, раздела. Какая-то стадия может длиться очень долго. Технологии развития критического мышления открыты к диалогу с другими педагогическими подходами и технологиями. Например, такая педагогическая инновация, как перевернутый класс. Мне кажется, она подходит для учащихся старших классов более всего. Она предполагает, что изучение нового материала выносится за рамки урока. Учащиеся получают свободный доступ к разнообразные источники информации, в том числе и видеоуроки, с которыми они могут работать в удобное для них время и в удобном темпе. А в классе у учителя будет гораздо больше времени, чтобы качественно организовать стадию вызова и стадию рефлексии. Как организовать эти фазы урока? В рамках технологии развития критического мышления разработан целый ряд конкретных стратегий, приемов, методов, которые могут применяться на разных стадиях урока или блока уроков. И каждый из нас может использовать и свои собственные приемы, которые считает наиболее эффективными. Главную роль играет подход к организации обучения, а не набор методов.
Ну вот некоторые приемы, которые можно использовать на уроках, построенных в соответствии с технологией развития критического мышления. Опробировав многие приемы и методы визуальной организации материала, я пришла к выводу, что приемы данной технологии могут с успехом работать не только на уроках русского языка, например, таблица тонких и толстых вопросов, составление кластеров, но и другие, но и на уроках литературы. Остановлюсь на двух приемах стадии осмысления, которые наряду с другими применяю на уроках русского языка и литературы в старших классах. Это зигзаг или мозаика, когда текст или материал делится на несколько смысловых фрагментов. Ученики тоже делятся на несколько рабочих групп, не больше 7 человек в группе. Формируются экспертные группы по одному ученику от каждой рабочей группы. Каждая экспертная группа работает над своим фрагментом. Сначала индивидуально, потом обсуждают. Потом они возвращаются в рабочие группы и обучают остальных своей части материала. Группа вырабатывает общие представления о проблеме и докладывает их остальным. Этот прием используется при изучении большого по объему материала. При этом текст должен хорошо делиться на смысловые части. Сколько частей выделено, столько и должно быть групп. 6 фрагментов, 6 групп. Эти первоначальные группы называются родные. Прием зигзаг опробирован мной на уроках русского языка в старших классах при подготовке к написанию сочинения по проблематике текста. Класс делится на 5 групп. Для каждой группы один и тот же текст. В каждой группе назначается ответственный за один из важных пунктов сочинения. За проблему, за комментарий, с первым примером, за комментарий и второй пример, за авторскую позицию, за аргументацию собственной позиции. Работа идет 5-7 минут. Представители каждой группы, отвечающие за определенную часть сочинения, собираются в 5 новых групп и в течение 10 минут выполняют коллективное редактирование своей части сочинения. После группы собираются в первоначальном составе и с учетом правок редактируется полный текст сочинения. В конце урока одна из групп читает получившийся текст. Таким образом, ребята на уроке повторяют план написания сочинения и пишут работу по предложенному тексту. Ведь они должны четко знать, что от них требуется на экзамене при написании сочинения. В продолжении разговора о приемах технологии критического мышления хочу остановиться на еще одном приеме в форме групповой работы. Фишбоун. Ну, все мы, наверное, знаем, что дословно он переводится с английского как «рыбная кость» и направлен на развитие критического мышления учащихся в наглядно-содержательной форме. Суть данного методического приема – установление причинно-следственных взаимосвязей между объектом анализа и влияющими на него факторами, совершение обоснованного выбора. Дополнительно метод позволяет развивать навыки работы с информацией и умение ставить и решать проблемы. Схемы Фишбоун дают возможность организовать работу участников в парах или группах, развивать критическое мышление, визуализировать взаимосвязи между причинами и следствиями. Схема включает в себя основные 4 блока, которые представлены в виде головы, хвоста, верхних и нижних косточек. Голова – это проблема, вопрос, тема, которые подлежат анализу, сравнению, обсуждению. Верхние косточки – это понятия, тему, причины, которые привели к проблеме. Нижние косточки – факты, подтверждающие наличие сформулированных причин, или это суть понятий, которые указаны в схеме. Ну и хвост – это ответ на поставленный вопрос, выводы, обобщения. Прием Фишбоун предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее важные из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове. Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать лишь суть понятий. Схема Фишбоун может быть использована в качестве отдельно применяемого методического приема для анализа какой-либо ситуации, либо выступать стратегией целого урока. Эффективнее всего ее применять во время урока обобщения и систематизации знаний, когда материал по теме уже пройден, и необходимо привести все изученные понятия в стройную систему, предусматривающую раскрытие и усвоение связей и отношений.
Ну, на слайде представлен пример применения этого метода на уроке литературы в 10 классе. Фишбоун на примере романа «Преступление и наказание» Федора Михайловича Достоевского. Замечу, что в ходе урока формируются как предметные навыки: работа с эпическим текстом, понимание логики развития образа, умение выбирать цитаты, умение видеть авторов произведений, так и общенаучные: анализ, синтез, сопоставление, обобщение, с целью создания компетентностного подхода и более глубокого жизненного применения изучаемого материала. Я остановилась только на 2 приемах технологии развития критического мышления, но с уверенностью могу сказать, что использование различных методов и приемов данной технологии позволит сделать уроки интересными, содержательными, а главное, эффективными для будущих выпускников. Ведь фундаментальными особенностями современного мира, в который входит выпускник общеобразовательного учебного заведения, являются постоянные изменения. Информация быстро приумножается, обновляется, идеи переосмысливаются. В такой переменчивой среде способны ориентироваться и активно действовать лишь те личности, которые умеют адаптироваться к постоянным быстрым изменениям, разрешать сложные проблемы, критически относиться к обстоятельствам, сравнивать альтернативные точки зрения и принимать взвешенные решения. Это должны быть коммуникативные личности, которые способны генерировать оригинальные идеи. Спасибо за внимание. Здравствуйте, я Васильева Татьяна Николаевна, учитель химии 3-й школы города Усинска. Сегодня я вас познакомлю со своей работой по химии в классах медицинского направления. В нашей школе в 10-11 классах организовано профильное обучение через индивидуальные учебные планы. Химия изучается на углубленном уровне в классе медицинского направления объемом 3 часа в неделю плюс элективный курс «Химия и здоровье». Изучение курса «Химия и здоровье» направлено на осмысление собственного образа жизни, практическое применение знаний на примерах из повседневной жизни, ознакомление с факторами опасности для здоровья человека, формирование желания следовать здоровому образу жизни. В рамках сотрудничества с Усинской центральной районной больницей преподаванием элективного курса «Биология и медицина» занимается хирург данной больницы. Учащиеся посещают различные отделения, присутствуют на простейших операциях и даже бывают в морге. Еще один обязательный элективный курс – индивидуальный проект, о котором было уже ранее подробно рассказано. Он направлен на организацию деятельности учащихся по разработке и реализации проектной работы по химии или биологии. И тут возникает проблема выбора тем для проектов. Для этого я ищу конкурсы и конференции. Здравствуйте, я Васильева Татьяна Николаевна, учитель химии 3-й школы города Усинска. Сегодня я вас познакомлю со своей работой по химии в классах медицинского направления. В нашей школе в 10-11 классах организовано профильное обучение через индивидуальные учебные планы. Химия изучается на углубленном уровне в классе медицинского направления объемом 3 часа в неделю плюс элективный курс «Химия и здоровье». Изучение курса «Химия и здоровье» направлено на осмысление собственного образа жизни. Здравствуйте, я на примерах из повседневной жизни ознакомлю. Сегодня я вас познакомлю с различные конкурсы. Например, конференция «Старт» дает нам развитие творческих способностей, выявляется интерес к научной деятельности и профессионально ориентирует детей. Вот в данном случае мы участвуем уже несколько лет в конкурсе «Российская школа фармацевтов». Вот вкратце моя работа в рамках профильного обучения в медицинском классе. Спасибо за внимание. Да, был вопрос относительно преемственности организации проектной деятельности, но я вижу, что коллега Ольга Васильевна уже ответила на данный вопрос. Ну а мы продолжаем и перемещаемся уже
в город Инта. И я хочу передать слово сейчас уже Ольге Михайловне Селезневой. Добрый день, мы вас приветствуем. Пожалуйста, присоединяйтесь. Коллеги, здравствуйте. Слышно ли меня хорошо? Да, вас слышно, вас видно, мы вас приветствуем, передаем вам слово. Все, отлично. Ну, еще раз добрый день, уважаемые коллеги, участники профессионального события, республиканского семинара «Инструменты и технологии повышения качества образования». Сегодня я представлю вашему вниманию опыт построения модели методической работы в рамках внутренней системы оценки качества образования на примере гимназии номер 2 города Инты, которая функционирует в статусе опорной школы Республики Коми. Стратегической целью государственной политики России в области образования является повышение доступности качественного образования, которое соответствует требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации дает определение качества образования как комплексной характеристики образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающей степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и потребностям лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. В контексте функционирования образовательной организации качественной будет считаться такая организация системы образования, которая соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта, а именно требованиям к результатам, требованиям к условиям и требованиям к структуре и содержанию образовательной программы. Создает условия для достижения учащимися образовательных результатов в соответствии с их возможностями и способностями, условия, выявляющие и учитывающие потребности субъектов образовательных отношений, условия для позитивной динамики развития личности, в том числе и возможность отследить эту позитивную динамику, создает условия для реализации модели индивидуализированного обучения и относится к учащемуся как к активному участнику образовательных отношений. Оценка качества осуществляется на основе следующих показателей деятельности образовательной организации. Это уровень подготовленности выпускников к сдаче государственной итоговой аттестации, удовлетворенность участников образовательных отношений качеством образования, условиями обучения профессиональной деятельности, профессионализма, активности и вовлеченности педагогических кадров в опытно-экспериментальную инновационную деятельность, а также разнообразие спектра образовательных программ и наличие условий их реализации. Я думаю, что коллеги согласятся с утверждением, что ключевым звеном внутренней системы оценки качества образования является педагогический коллектив образовательной организации, поскольку от компетентности каждого педагогического работника зависит общий уровень качества образования. В своем выступлении мне хотелось бы сделать акцент на построении модели методической работы в рамках внутренней системы оценки качества образования, поскольку, на мой взгляд, эффективно выстроенная методическая работа позволяет демонстрировать высокое качество образования в целом. Согласно положению о внутренней системе оценки качества образования, принятому в гимназии, процедуре оценки в части профессиональной компетентности педагогических работников подлежит система аттестации, отношение педагогических работников к инновационной работе, отношение и готовность к повышению педагогического мастерства, это непрерывный формат освоения курсов повышения квалификации по предметным компетенциям, общеметодическим вопросам, работа в составе методического объединения на уровне образовательной организации, включенность в работу методических объединений на уровне муниципалитета и республики, а также научная работа. Это владение и использование современных образовательных технологий, это образовательные достижения учащихся, то есть проектная и исследовательская деятельность, участие в олимпиадном движении, в конкурсном движении, а также личные достижения, к которым можно отнести участие в конкурсах профессионального мастерства, участие в экспериментальной и проектной деятельности. Оптимальный уровень оценки профессиональной компетентности достигается через эффективно функционирующую методическую службу. Позвольте представить вашему вниманию модель методической службы, которая действует в нашей гимназии. Организация методической службы построена по принципу деятельности командных групп. В структуре службы выделяются три основные педагогические команды. Это методическая команда, предметно-педагогическая команда и экспертная команда.
В состав методической команды входят руководители методических объединений гимназий, наиболее опытные и творческие педагоги. В структуру методической команды входят две группы. Первая группа – это компьютерно-информационный центр. Специалисты, работающие в данной команде, обеспечивают своевременное информирование о планируемых мероприятиях различного уровня, от уровня гимназии до республики. На базе центра специалисты, а это, как правило, учителя информатики, проводят занятия и семинары, направленные на повышение компьютерной грамотности и информационной культуры педагогических работников, организуют методические сессии с участием специалистов управления образования, организуют сетевое взаимодействие с образовательными организациями муниципалитета по различным вопросам развития муниципальной системы развития образования. Эффективное функционирование компьютерно-информационного центра стало возможным благодаря укреплению материально-технической базы опорной школы через создание и оборудование современного конференц-зала. Вторая группа методической команды – это команда, работающая в режиме индивидуального сопровождения педагогических работников. Основное направление деятельности данной команды – это оказание методической и организационной помощи педагогам, участникам конкурсов профессионального мастерства. Данная команда имеет смешанный состав, этот состав периодически меняется, в нее входит как постоянная группа специалистов, так как я обозначила и меняющиеся. В сменную группу входят те педагогические работники, которые в разное время сами являлись участниками различных конкурсов профессионального мастерства. Эффективность команды индивидуального сопровождения подтверждается высокой результативностью подготовки участников различных конкурсов профессионального мастерства. Ведущие специалисты команды индивидуального сопровождения являлись членами предметного жюри республиканского этапа конкурса «Учитель года» в 2020 году. Гимназия, как опорная школа, в течение 3 лет является методической площадкой для проведения муниципального этапа конкурса «Учитель года». Организацией проведения этапов конкурса как раз и занимается также команда индивидуального сопровождения. Педагоги таким образом имеют возможность приобретения большого управленческого опыта, включаясь во все этапы и подготовительные, и, собственно говоря, этапы, связанные с проведением данного конкурса. Также именно педагоги команды индивидуального сопровождения принимали активное участие в линейке республиканских семинаров для классных руководителей. Следующая единица методической службы – это предметно-методическая команда. В ее функционал входит... В ее функционал входит разработка фонда оценочных средств по предметам учебного плана, рабочих программ учебных предметов, программ дополнительного образования и внеурочной деятельности. Важным достижением работы предметно-педагогической команды можно считать присвоение к программам дополнительного образования личности «История России в IX-XIX веках», а также программе «Избранные вопросы тригонометрии» статуса авторских решением Республиканского экспертного совета в 2020 году. Произошло это в непростое время только начавшейся пандемии, и это говорит о том, что предметно-методическая команда, как и методическая служба в целом, эффективно продолжала свою деятельность в условиях дистанционного режима работы. Кроме этого, специалисты предметно-педагогической команды сопровождают процесс прохождения педагогической практики студентов. Вот уже начиная с этого учебного года, то есть в период сентября-октября на базе гимназии номер 2 специалистами предметно-педагогической команды осуществлялось сопровождение 3 студентов Сыктывкарского государственного университета, которые вот к нам приехали в качестве практикантов и уже не первую практику проходят в нашей образовательной организации. Третья структурная единица методической службы – это экспертная команда. Специалисты экспертной команды занимаются обновлением образовательных программ всех уровней образования в соответствии с изменениями нормативной базы, а члены экспертной команды руководят городскими методическими объединениями. В этом году наши специалисты возглавляют 6 городских методических объединений. Это ГМО учителей истории обществознания, учителей физики, музыки, коми-языка, иностранных языков, а также преподавателей, организаторов ОПЖ.
Специалисты экспертной команды также занимаются экспертизой материалов аттестации на первую квалификационную категорию в составе экспертов Республиканской аттестационной комиссии, оказывают всю необходимую помощь по запросам педагогических работников, в том числе иных образовательных организаций, при формировании информационно-аналитических материалов портфолио. Безусловно, я продемонстрировала только фрагмент модели организации методической работы гимназии, но если мы с вами вернемся к слайду процедуры внутренней системы оценки качества образования в части профессиональной компетентности педагогических работников, то можно сказать, что представленная, даже фрагментарно представленная вашему вниманию модель организации методической работы дает возможность эффективно проанализировать те показатели, которые подлежат оценке качества. Еще раз обращаю ваше внимание на слайде, перечислять уже не буду. Полагаю, что один из ключей к стабильным и качественным показателям функционирования образовательной организации является четко продуманная организация системы методической работы. В этом контексте очень важно, чтобы коллектив находился в постоянном поиске, избегал статики. Константин Дмитриевич Ушинский сказал: «Вечно изобретать, пробовать, совершенствовать и совершенствоваться – вот главный курс учительской жизни». Наверное, эти слова актуальны и сейчас, и в этом есть определенный залог успеха качественного образования. Благодарю за внимание. Если есть вопросы, я готова на них ответить. Спасибо, Ольга Михайловна. Уважаемые коллеги, я напоминаю, что у вас есть возможность задавать вопросы в чате или в специальной вкладке относительно вашего выступления. Скажите, пожалуйста, каким образом педагоги распределяются? Самостоятельный ли это выбор, например, между методической командой, педагогической экспертной группой? Каким образом это? Ну, безусловно, мы предлагаем, да, то есть нам, по мнению представителей администрации, участие в той или иной команде – это предложение, которое поступает от нас, но есть случаи, когда человек действительно заявляется о том, что вот ему было бы интересно попробовать себя именно в таком направлении, поэтому это тоже является основанием для включения его в ту или иную команду. Но на самом деле получается зачастую таким образом, что один и тот же специалист, он может быть участником и экспертной команды, он может быть участником и предметно-методической, поэтому здесь говорить о том, что это какие-то команды, состав которых является постоянным, неизменным и не укрупняется в течение, ну, предположим, учебного года, нельзя. То есть это, наверное, показатель того, что все-таки весь коллектив гимназии, он включается в методическую работу, ну а это для нас все-таки в конечном итоге залог того, что качество наше на протяжении многих лет остается на достаточно высоком уровне. Спасибо, Ольга Михайловна. Но функции, по сути, экспертной группы и разработческой вы разделили, потому что экспертная в основном она вносит уже изменения уже в существующие документы. Правильно я понимаю? Да. Но при этом смешанный состав, он может быть характерен для любой из них. То есть одновременно человек может участвовать сразу в нескольких группах, например? Ну, предположим, вот у нас преподаватель-организатор ОБЖ Наталья Константиновна Данченкова, которая, с одной стороны, возглавляет городское методическое объединение преподавателей-организаторов ОБЖ, она занимается и экспертной деятельностью, следовательно, она входит в состав экспертной группы, а с другой стороны, она также включена в команду индивидуального сопровождения, и вот наше самое большое, наверное, достижение вот в этом учебном году – это победа на республиканском конкурсе «Классный-классный». И, скажем, сопровождающим и куратором нашего специалиста, который принимал участие в этом конкурсе и победил в этом конкурсе, была именно она. Хотя в данном случае участие принимал учитель начальных классов, но курировала Наталья Константиновна, плюс была подключена, безусловно, и вся команда индивидуального сопровождения. Спасибо. Спасибо, Ольга Михайловна. Еще раз, уважаемые коллеги, я напоминаю, что у вас есть возможность задавать вопросы в чате, как это сделали, например, в предыдущем случае, да, Ради Хамитович задал вопрос.
Поскольку Ольга Михайловна с нами работает еще, и поэтому вы можете, если вас что-то интересует, что-то вы хотите уточнить, можете задать этот вопрос в чате. Также я полагаю, что все-таки положение АВСОКа, и в том числе вот с этой системой работы, мы можем ознакомиться на вашем сайте. Да, безусловно. Спасибо огромное. Еще раз поздравляем вас с победой в республиканском конкурсе и желаем вам успехов. Всего Спасибо доброго. большое. Спасибо. Ну, а мы видим вопрос, который был представлен Анной Крижевской. Извините, пожалуйста, если я вас не называю по отчеству, потому что, ну, в принципе, здесь это не обозначено. Относительно освещения методической работы в малокомплектных школах, но мы, как одно из направлений, я думаю, к этому вернемся. В данном случае уже, может быть, наверное, на следующий год и будем уже планомерно заниматься, наверное, все-таки малокомплектными школами, потому что их в нашем субъекте тоже довольно-таки много, и данная проблематика не только характерна для нашего субъекта, но и в целом для Российской Федерации. Мы же работаем в рамках данных семинаров в отношении существующих региональных инновационных площадок и опорных школ. То есть, по сути, эти семинары как раз и проводятся для того, чтобы наши РИПы и опорные школы могли представить непосредственно свой опыт. Но огромное спасибо за предложение, и мы обязательно его учтем при формировании плана работы института уже на следующий год. Мы продолжаем и переносимся уже в город Сыктывкар. Это следующая уже опорная школа, гимназия имени Александра Сергеевича Пушкина. К нам присоединяется Виталина Эдуардовна. Уважаемые коллеги, мы вас приветствуем. Просим вас присоединиться к нашему семинару. Слышно меня, видно? Да, мы вас видим. Добрый день. Рады приветствовать вас на нашем семинаре. Еще раз предоставляю вам слово. Виталина Эдуардовна, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Виталина Эдуардовна, и я являюсь учителем английского языка в гимназии имени Александра Сергеевича Пушкина. И сегодня вашему вниманию я хочу предоставить информацию о технологии смешанного обучения как способа повышения образовательных результатов учащихся. Ну, говоря о самом смешанном обучении, стоит уточнить, что это комбинация формального обучения, то есть непосредственно работа учителя с классом, и дистанционное обучение, которое предполагает работу либо удаленную, либо же работу с компьютерами на уроке. В нашей гимназии учителя опробовали несколько моделей смешанного обучения, а именно это перевернутый класс, сегодня о нем уже говорилось, и ротация станций. Если говорить о перевернутом классе, как было уже сказано ранее, такая модель смешанного обучения предполагает самостоятельное изучение ребятами материала дома и затем непосредственную отработку этого материала в классе. И ротация станции. Ротация станции – это когда в классе несколько станций, это уже непосредственно работа в самом классе. Как на картинке вы можете увидеть, предлагается эта зона работы с учителем, это также какая-то работа с онлайн и может быть отдельная работа учащихся как в группах, так и индивидуальная, либо парная. Сейчас я хочу вам представить урок, который был проведен мной в 7 классе по английскому языку по модели «Перевернутый класс». Ну и на этой карте урока можно увидеть, что дома учащиеся изучали материал, то есть по изученному материалу они заполняли таблицу, и в дальнейшем в начале урока можно было проверить, изучили они этот материал, насколько хорошо они изучили этот материал. Но стоит отметить, что материал, который предоставляется для изучения учащимся, подготавливает учитель. То есть это не должен быть поиск самостоятельный, а заранее учитель продумывает, что именно и в каком формате ребята будут это изучать. Ну и также рекомендуется, чтобы был какой-то совместный чат, потому что в процессе изучения самостоятельного у детей могут возникнуть вопросы, и учитель должен помочь. И может быть не обязательно учитель, может быть сами учащиеся могут друг другу подсказать что-то и помочь чем-то. Ну и на уроке непосредственно у нас проходила отработка материала. То есть сначала мы проверили, насколько все было понятно, и затем целый урок позволил нам практически отрабатывать весь материал. И в дальнейшем домашнее задание тоже связанное с темой урока.
По перевернутому классу стоит отметить, что новый материал доступен для всех, то есть даже тех, кого не было, у них есть прекрасная возможность дома со всем познакомиться, все изучить, и по времени также они могут, например, отдохнуть, изучить чуть-чуть попозже или изучить даже дополнительную информацию, не так, как во время урока, время ограничено, обсуждение ограничено, то есть дома позволяет это больше уделить времени. Индивидуальный подход, так как каждый учащийся прорабатывает это дома индивидуально, и, соответственно, большее время на отработку во время урока. И практический материал можно дифференцировать. Ну, из минусов стоит сказать, что не всегда каждый учащийся может выполнить домашнее задание, что за собой повлечет, опять-таки, в начале урока проработку нового материала. Но за счет того, что, например, другие учащиеся выполнили, познакомились с материалом, можно их задействовать и попросить, например, объяснить этот материал тем, кто не пришел дома. И, конечно же, наличие компьютера и интернета, ну, что, в принципе, до урока все проверяется обычно, поэтому это такие моменты, которые, может быть, во время урока или дома, это все обсуждается заранее с учащимися. И в этом году гимназия приняла участие в проекте «Цифровая школа от Учи.ру». Сегодня рассказывалось про эту площадку, то есть данная площадка предполагает, что учащиеся выполняют различные задания интерактивного характера, и, как видите, этот проект будет внесен в целый год. То есть мы уже приступили к выполнению данных заданий. Например, у меня это 6 классы по английскому языку, и у нас каждую неделю есть урок в компьютерном классе, где мы вместе с ребятами проходим этот курс. И говоря о этом проекте, стоит отметить, что здесь применяется как раз-таки модель уже не смешанного обучения, но не перевернутого класса, а уже ротации станций. Как здесь вы можете увидеть, что у нас 2 станции, то есть одна станция – это работа с площадкой онлайн за компьютерами, и вторая станция – это со мной с учителем. В начале урока мы обычно собираемся, проговариваем цели урока, задачи урока, затем делимся на группы, и деление может осуществляться в целом, в принципе, просто по списку, либо же дифференцировано по уровню. И ребятам, у которых, например, проблемы с усвоением материала, можно задать чуть легче карточки. Или же тем ребятам, которые справляются быстрее с задачами, можно задать дополнительные карточки. Платформа позволяет выбрать индивидуально, кому сколько карточек задается, поэтому все очень удобно. И в конце урока мы собираемся вместе, обсуждаем результаты. Платформа позволяет посмотреть статистику урока, то есть у ребят очень есть такой мотивационный момент, то есть они стремятся сделать как можно больше карточек, как можно лучше, что очень хорошо отражается на процессе изучения иностранного языка. Здесь вы можете увидеть фотографии из нашего урока, то есть, соответственно, вот 2 станции. Одна станция – это за компьютером, вторая станция с учителем. И уже рассуждая о ротации станций, здесь также можно выделить дифференциацию практического материала, высокая мотивация, потому что ребята действительно каждую неделю с нетерпением ждут этого урока. Работа с малой группой, так как группа еще разделяется на 2 подгруппы, соответственно, идет лучшее усвоение и отработка материала, и интерактивная форма работы. Что касаемо минусов, здесь стоит проговорить временное ограничение внутри станции. Ну, как я уже говорила, например, если ребята справились пораньше, их можно отсадить либо отдельно и задать им еще дополнительное задание, либо же выдать им дополнительные карточки на усвоение и отработку материала. И опять-таки наличие компьютера, техники, что, в принципе, все решаемо и все обсуждаемо. И говоря в целом о проекте, что он дает, какие преимущества ученику, это опять-таки индивидуальный подход, повышение познавательной мотивации, разнообразие образовательного процесса, гарантированный рост образовательных результатов. Здесь я хочу остановиться, потому что образовательные результаты действительно растут. Например, исходя из показателей английского языка, очень важна отработка различных видов деятельности, таких как аудирование, говорение, чтение текста, грамматика. И вот, например, из данных видов деятельности очень хорошо тренируется аудирование,
образования, так как каждая карточка озвучивается. Учащиеся привыкают к англоязычному произношению. Также есть задания, где, например, идет озвучивание материала, и им нужно подобрать или что-то выбрать. Также, если говорить о грамматике, например, то если ученик у него не получается сделать какую-то карточку, система его возвращает к этому правилу, дает немножко информацию и предоставляется возможность опять-таки пройти это задание, чтобы успешно его выполнить. И навыки самостоятельного обучения. Если говорить о преимуществах для учителя, это, конечно же, развитие цифровых навыков, это реализация творческого потенциала, формирование цифрового портфолио и лучшие образовательные методики в рамках единого ресурса и сопровождения на всех этапах проекта. И также, если говорить об учителе, очень удобно собирать информацию, то есть детали урока, происходит хороший мониторинг. Можно сразу увидеть показатели по карточкам, у кого что получается, какой, в принципе, уровень усвоения того или иного материала. И также это можно обсудить с учениками, что позволит совместно прийти к каким-то результатам. Вот на этом все. Возможно, у кого-то есть какие-то вопросы. Спасибо, Виталина Эдуардовна. Уважаемые коллеги, я еще раз напоминаю, что у вас есть возможность задать вопрос. Вопрос у меня вот какой к вам. Скажите, пожалуйста, как учащиеся относятся к перевернутому классу? Потому что по ротации станции мы видим, она у вас, вы сказали, что она растет, и дети ожидают такие формы организации учебной деятельности. Но в целом по перевернутому классу. По перевернутому классу, так как материал был подобран мной, как бы учителем, я составила по их уровню, поэтому им было очень легко воспринимать материалы, и даже, допустим, ко мне не обращались с какими-то вопросами. Но, придя на урок, я столкнулась с той проблемой, что несколько учеников таки были не готовы. К уроку это было буквально 1 или 2 ученика, немного. И другие учащиеся как раз-таки им помогли. Вот. В начале урока познакомиться с этим материалом, вот это единственная заминка, которая может стать действительно проблемой, потому что, опять-таки, получается, что полурока уходит на изучение нового материала, которое уже должно быть изучено. Мы очень часто сталкиваемся со скептикой относительно как раз использования этой технологии. Вот что бы вы ответили им? Что дает ее использование, например, в языковом обучении школьников? Ну, именно по преимущественным это время. Время, которое ребята могут дома, как им удобно изучить этот материал дополнительно, интересно. То есть на уроке не всегда есть возможность посмотреть там много роликов, да, или широко обсудить, а дома они могут еще это обсуждать дополнительно. Они же любят общаться в различных социальных сетях, уточнить у учителя что-то. И уже придя на урок, они чувствуют себя намного более уверенно и даже гордятся тем, что знают материал. То есть намного им легче даже работать потом с этим. Спасибо. Спасибо, Виталина Эдуардовна. Спасибо за представленный опыт. Мы благодарим вас за участие в семинаре. Ну и надеемся, что гимназия Пушкина тоже в итоговой конференции, которую мы будем проводить со всеми опорными школами, как и все остальные опорные школы, да, вы примете активное участие и будете представлять свой инновационный опыт. Мы благодарим вас. Всего доброго. Ну, а мы, уважаемые коллеги, продолжаем с вами работу нашего семинара, и мы его будем уже завершать. Мы возвращаемся обратно в Воркуту, и мне хотелось бы сейчас пригласить к нашему семинару Сергея Александровича Смирнова. Уважаемый Сергей Александрович, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас видим и слышим. Передаем вам слово. Добрый вечер. Спасибо. Добрый вечер, коллеги. Я учитель истории 23-й школы города Воркуты. И я просто хотел в продолжение разговора с Виталиной Эдуардовной сказать, что я сегодня буду говорить о формирующем оценивании. И формирующее оценивание, оно просто идеально ложится на технологию перевернутого класса. Действительно, многие к этому относятся скептически, к этой технологии перевернутого класса, и в основном аргументируют это тем, что не будут дети самостоятельно читать ваши материалы, которые вы выкладываете на сайте, как бы вы это ни оформляли, что бы вы ни делали, все равно большей частью они будут приходить не готовые. Вода камень точит, поэтому действительно изначально у меня тоже многое не получалось, дети приходили наполовину
не просмотрев материал, даже не почитав те инструкции, которые даются для проработки практических навыков каких-то на следующем уроке, да, когда уже в очной форме они приходят. Но постепенно, так скажем, эта ситуация у меня додавливалась тем, что они понимали, осознанно сами доходили до того, что если они не посмотрят теоретический материал дома самостоятельно, на практике они ничего не сделают на очном занятии. Постепенно они в течение первой и второй четверти начали это соображать. Вот пятиклашки в прошлом году начали соображать и потихоньку начали втягиваться именно в эту технологию. Ну и во-вторых, конечно, перевернутый класс, его, ну, мне кажется, нельзя использовать периодически. Это должно быть использовано в системе, то есть это должно быть постоянно культивироваться, практиковаться. А какие-то другие технологии можно пробовать уже на отработке очных занятий, вот именно на отработке практики. И самое это главное, мне кажется, вот как я понял, в перевернутом классе действительно освобождается огромное количество времени для практической проработки того, чего от нас сейчас требует новый ФГОС. А именно это метапредметных компетенций и универсальных учебных действий. Вот они как раз на очных занятиях могут отрабатываться на основе, конечно, теоретического материала, который детки должны сами проработать, ну хотя бы посмотреть. Вот. Ну и мы с вами знаем, наверняка уже смотрели все новую редакцию федеральных стандартов, там предполагается, что мы должны будем составлять отдельную программу не только знаниевой компоненты, да, то есть предметных знаний, но и компоненты универсальных учебных действий. То есть это отдельной графой или в рабочей программе должно идти у нас будет, я так понимаю, или вообще совершенно отдельной программой, которая именно распределяет эти навыки учебные и умения по темам, по урокам. Ну и вот сегодня я хотел бы с вами поделиться, ну, как всегда, практическими наработками определенными в применении формирующего оценивания. Я этим занимаюсь третий год, но с таким, скажем, существенным перерывом. В прошлом году был период такого некоторого разочарования в этой технологии. В начале этого года тоже немножко меня тряхнуло. Почему? Потому что я в основном основывался... У нас практического опыта очень мало сейчас в нашей стране применения формирующего оценивания этой технологии. В основном все теория. Теорию можно очень хорошие методички Крыловой, Пинская очень много пишет вот именно теоретические основы этой технологии. Но как это практически, понимаете, вот на уровне учителя конкретно, что мне сделать, чтобы реализовать вот конкретные шаги, да, вот как это сделать. Конечно, без цифровых технологий я теперь не обхожусь, и во многом они мне помогли, конечно. Я сегодня это тоже постараюсь продемонстрировать. Вот некоторые зерна такие практические, которые у меня наработаны были. А в этом году, почему меня тряхнуло по поводу вот этой технологии, применения этой технологии, это наша история по поводу оценочных процедур, сокращения оценочных процедур. Я в основном основывался в практике на казахском опыте, там на государственном уровне, это с 2014 года технология применяется, и она, ну, чуть ли не обязательно на государственном уровне. То есть разработаны методички, разработаны практически там карточки, рубрикаторы, все это все есть. И они основываются на том, что исходя из психологии, весь материал учебный они делят на модули не больше, не крупнее 5 дидактических единиц. То есть 5-6 уроков это максимум. Ребенок, особенно начиная с 5 класса, больше информации удержать одновременно в голове не может. Вот эти 5 дидактических единиц прошли, и проводим проверочную работу. Ну, это получается, если вот у меня истории в 5 классе 70 часов, то ну, в среднем где-то 15 проверочных работ, плюс это еще, если полугодовая, годовая контрольная. А я так понял, что мы сейчас должны сокращать это, и мне пришлось укрупнять эти дидактические единицы, и у меня получилось так вот в рамках 7 проверочных работ, плюс контрольная. Но
дидактические единицы пришлось укрупнять до 10-13 единиц. То есть вот эти тематические блоки. Ну и еще, теперь вот что касается практики. Как я уже сказал, без цифровых технологий уже никуда. И действительно, цифровые технологии, они... Минутку. Цифровые технологии, они позволяют во многом реализовать вот эти инструменты формирующего обучения. И вот я думал, в каком аспекте с вами поговорить про технологию формирующего оценивания. Аспект структурных элементов, то есть из каких элементов оно должно состоять. Теории я касаться не буду. Априори исхожу из того, что теоретический материал, что такое формирующее оценивание, мы с вами прекрасно знаем, понимаем. То, что это оценка не только итоговая, что это оценка процесса больше, да, оценка достижения ребенка в процессе обучения, а итоговая оценка – это уже суммативная или критериальная оценка, опять же, по-разному теоретики нам это объясняют, или суммативной оценкой называемой, или критериальной, это уж как кому угодно. Ну, я вот больше придерживаюсь критериальной оценки. Почему? Потому что действительно формирующее оценивание, оно без четких, определенных, прозрачных и понятных критериев, ну, невозможно как таковая. Во-вторых, я думал поговорить с вами с позиции ученика, то есть показать, как чувствует себя ученик в этой технологии и что ему можно предложить действительно вот в практическом отношении, как ему помочь. Ну и самое интересное, конечно, это сам урок. Почему? Потому что формирующее оценивание мы можем рассматривать как вот в рамках дистанционного обучения в перевернутом классе, например, да, очень хорошо это ложится, эти две технологии друг на друга. Но самое интересное, это, конечно, формирующее оценивание внутри отдельно взятого урока. Но это надо присутствовать на уроке и смотреть, да, потому что все самое интересное как раз вот в личностных отношениях, и формирующее оценивание – это в большей части на уроке как раз личностное взаимодействие с каждым ребенком. Поэтому я думаю, что я, наверное, вам несколько слов скажу по структуре, по структурным элементам, что я в практике для себя осознал и что использую, и позицию ученика. С позиции ученика немножко продемонстрирую эту технологию. Ну, во-первых, сам алгоритм, ну вот, например, Крылова в своих методических рекомендациях пишет, дает определенный алгоритм технологии формирующего оценивания, его реализации практической. И первое, о чем она пишет и что рекомендует, это спланировать определенным образом образовательные результаты. ФГОС у нас подразумевает достижение, да, в результате процесса обучения определенных образовательных результатов. И уж вот, ну, я думаю, нечего греха таить, в основном мы ориентируемся на предметные образовательные результаты. Метапредметные у нас как-то вот так иногда затрагиваются, но опять же нет конкретики в том, что мы должны прививать, да, какие ЗУН, ну это, извините, из прошлой жизни, знания, умения, навыки, да. Личностные вообще как-то мимо нас проходят. Ну, слава богу, сейчас вот я так понимаю, что воспитательную работу мы будем проводить и в рамках отдельно взятого предмета. Тоже отдельные программы мы будем составлять. Так вот, первое, что нужно сделать, это определиться конкретно с планируемыми результатами, которых мы хотим достигнуть. Ну, планируемые результаты у нас придумывать ничего не нужно. Планируемые результаты у нас изложены в ФГОСах и в примерных образовательных программах. Поэтому это все можно найти. На сайт я выкладываю это просто по той причине, что дети, понятно, вот я среди детей опрос проводил, 3% детей, они как бы вот видели эти планируемые образовательные результаты, что от них требуется. Большей частью это выкладывается для родителей. Почему? Потому что формирующее оценивание, оно еще не подразумевает множество оценок. Вот вопрос с наполняемостью оценок в формирующем оценивании, он очень острый. Почему? Потому что дети с начальной школы приходят, особенно в 5 классе, проблемы возникают по поводу того, что они привыкли, что их каждое слово учитель оценивает.
И за каждое слово, в принципе, ставится оценочка. Здесь же в формирующем оценивании ставится цель, или учитель ставит цель ученику, или учащийся сам перед собой ставит цель. Опять же, вот в зависимости от того модуля, от количества тех дидактических единиц, которые заканчиваются проверочной работой. То есть цель дойти вот через определенные этапы до этой проверочной работы. Эти этапы должны быть прозрачные, и ребенок должен их представлять. Вот, опять же, элементарный пример из Алисы в Зазеркалье, когда она у кота спрашивает, а куда мне отсюда бежать? А он ее спрашивает, а куда бы ты хотела попасть? Она говорит, а мне все равно, тогда и бежать все равно куда. То есть ребенок должен четко представлять не только урочную цель, он должен четко представлять, куда он движется в процессе обучения и до момента контроля. То есть когда будет вот этот критериальный контроль по жестко взятым критериям. Поэтому во многом у родителей тоже вопросы возникают. Вот сейчас конец четверти, и посыпались вопросы, а почему, за что эта оценка, и как, что. И я отправляю вот на сайт, смотрите, все представлено. Второе – это планирование целей. Планирование целей. Для того, чтобы спланировать цель, опять же, и совместно с учителем или отдельно ученик это может делать, ну, понятно, что начиная со среднего звена, здесь мы можем просто, опять же, ребенку предоставить, например, такую возможность собрать все контрольно-измерительные материалы на год вперед, предположим, да. Крылова советует все дидактические единицы, во всяком случае уж предметные, точно разбивать на модули. Вот такие базовые таблички я составляю для деток. Каждая базовая табличка, она относится к определенной проверочной работе. То есть, вот, например, в 5 классе у нас запланировано 9 проверочных работ. Уже нарушаю то распоряжение, которое нам говорит, что должно быть не больше 7. Но вот сама технология подразумевает и так уже ужал до как смог. Проверочная базовая таблица – это такой рубрикатор, в котором представлен тот материал, который детки должны знать. Ну вот в 5 классе к проверочной работе, то есть ребенок у меня знает точно, персоналии проверять у меня не будут, потому что пустая графа. Зато много терминов. Дат немного, но вот он четко представляет, что на протяжении нескольких уроков он должен освоить. Так, далее. Кроме этого, ребенок может собрать на весь учебный год тренажеры по урочным тестам. То есть те тесты, которые проводятся в рамках урока, они, по сути, оценивающей процедурой не считаются. Почему? Потому что они проводятся в течение 5-7, максимум 10 минут. Но опять же, он может взять эти тренажеры и прорешать в соответствии со своей целью. Хочет он до проверочной работы, у нас, например, 6 уроков до первой проверочной работы, 6-м уроком заканчивается у нас этот модуль, он может их прорешать уже сейчас, например. То есть он может это сделать в соответствии с той целью, которую перед собой ставит. Бывает, детки стремятся, бросаются прорешивать все, но они никак не оцениваются, эти тренажеры. То есть это, так скажем, сизифов труд, который я делаю, да, выкладываю на сайт, и они никак не оцениваются, но ребенок может в соответствии со своими целями, которые маломальски как-то уже в 5 классе мы учимся ставить перед собой, в соответствии со своей целью он может эти тренажеры прорешивать несколько раз. Мы к нему еще вернемся на пару слов немножко позже. Ну и проверочные работы, естественно. Проверочных работ у нас 9 запланировано. И тренировочный вариант. То есть тренировочный вариант ребенок может скачать, посмотреть. Тренировочные варианты я составляю в форме ВПР. Так, это критерий не то. В форме ВПР. Так, тренировочный вариант. Ну, это будет интересно только историкам, как таковое это, да, потому что практически невозможно найти у нас ВПРовские работы вот именно по темам. То есть вот здесь тема очень узкая, первые 6 параграфов, то есть только по первобытке. Опять же, ребенок может взять вот этот
тренировочный вариант прорешать, он тоже мной не оценивается, и дети этому очень сильно возмущаются поначалу, но это вот личностные взаимоотношения так нужно выстроить с ребенком, да, чтобы он осознал, что это процесс продвижения его к цели, которую он поставил. И не каждая работа в этом процессе должна быть оценена. Далее. Так, что еще? Для того, чтобы ребенок представлял, что его ожидает, чтобы для него следующий урок и то, что будет происходить на следующем уроке, не было сюрпризом, он должен четко представлять себе, вот, ну, он по параграфам представляет, да, он параграф оглавление в учебнике откроет, но не все ученики даже в 5 классе и понимают, что такое оглавление, не все умеют, к сожалению, пользоваться. Но вот здесь четко он видит, что до проверочной работы 6 уроков. В соответствии с этим мы с ним устанавливаем цель. То есть вот если тяжко, то значит ты цель устанавливаешь там первые 3 урока, прорешать тренажеры, сдать мне урочный тест по желанию, да, который, сделав на уроке этот тест, он будет уже оценен. Мы с ним подкорректируем результаты. Это вот как раз персонализация, индивидуализация здесь очень ярко проявляется. Ну и с точки зрения ученика, я хотел бы вам еще показать, как это ученик видит. Как ученик это видит со своей стороны. Вот он заходит на страничку урока 2, например, он видит циклограмму, которая ему поясняет, что он должен сделать на этой странице. Она на каждой странице, эта циклограмма, чтобы она у них прямо вот на зубах навязла. Он видит урочную предметную рубрику. И здесь мы как раз попадаем во 2 и 3 пункт Крыловой, ее методических рекомендаций, что цели и задачи должны быть сформулированы с позиции ученика. Учитель формулирует их не для себя, а для ученика. То есть, начиная с фразы, например, «я смогу дать определение терминам». И ученик видит, какие термины он должен знать, дать определение, использовать термины для раскрытия своеобразия жизни первобытных людей и так далее. То есть, вот он для себя ставит целью на следующем уроке прийти на следующий урок и в практических каких-то, в практической деятельности показать свои знания предметные, вот эти вот именно. Ну, ниже, если посмотрим, то здесь опять же вот этот тренажер урочный, я прикрепляю к каждому уроку. Ребенок по возможности может его порешать, этот тренажер. В 5 классах до Нового года они редко эти тренажеры решают. Почему? Потому что они еще не совсем причинно-следственную связь видят. Я два урока, каждый 3-й, 4-й урок провожу урочный тест в течение 5-7 минут на уроке, в рамках урока, перед практическими какими-то действиями. И не прорешав тренажер урочного теста, довольно сложно с ним справиться. Они после выкупают, что этот тренажер тестовый, он состоит из 2 вариантов, которые я после раздаю во время урока. Поэтому, прорешав этот тренажер, гораздо легче с урочным тестом справиться. Тренажерчик очень простой, он скачивается и устанавливается на рабочий стол, написан как HTML-страница, интернета для его решения не нужно, но открывать не буду за неимением на то времени. Базовая таблица тоже крепится сюда к уроку по первой проверочной работе, которую мы видели. И это делается для того, чтобы вот эти термины, которые он должен к следующему уроку освоить, да, первобытные люди, собирательство, охота, а чтобы не искал в учебнике, не уходил с этой страницы, он это может все увидеть, найти эти термины в базовой табличке, которая здесь прикреплена. Ну и каждый урок, вот это самое такой проблематичной для меня темой было, как проводить самоанализ. Без обратной связи формирующее оценивание, не формирующее оценивание. Вот, по-моему, Фишер писал, что формирующее оценивание, оно станет таковым только тогда, когда моментально будет использоваться полученный результат учеником, анализироваться учителем и будет происходить обратная связь. Вот эта страница самоанализа, но вот в этом году у меня 5 классов, к сожалению, нет, самые интересные классы, но здесь вот страница самоанализа, это что такое? Ученик, подготовив домашнее задание, проработав урочную предметную рубрику, заходит на эту страничку, ну вот в 5А, например, зайдем, и попадает вот сюда.
фамилию, имя указывает и дает честный анализ, могу я дать определение термином, да или нет. Отмечает да, например, так. И далее. Самое проблемное, я скажу, вот здесь вот, например, в этом листе самоанализа, это причинно-следственные связи. Здесь постоянно нет, отвечают. Ну и все это приходит, естественно, ко мне на диск, на Google диск. Все мы эти таблички знаем, но вот я здесь накидал от себя ответов. Я буквально перед уроком, если к компьютеру доступа нет, в телефон захожу и сразу вижу в начале урока, что у меня Сережа номер 2 не знает то-то, то-то, то-то. Если мне нужна общая картина происходящего, то есть в принципе здесь я могу посмотреть в диаграммах, то есть быстренько по терминам у меня 40% в зоне риска, то есть 40%, а в самоанализе мне сказали, что нет, не знают. Здесь, если перед каждым уроком вот этим пользоваться, то можно определенную характеристику того детского коллектива, который к вам приходит, составить. Вот устанавливать причинно-следственные связи у нас все нет. Один только может. Значит, что я должен сделать на уроке на следующем? Значит, я должен на это обратить внимание. Связь моментальная происходит. Можно отписаться сразу же ребенку через ГИСЭО, можно это на уроке как-то в группах организовать, можно в практике, можно в теории просто проговорить это еще раз. Как угодно, формы, какие угодно могут быть коррекции. То есть коррекция происходит сразу же на следующем уроке. Это, конечно, можно делать все в бумаге, но это уже эффект будет не тот, и скорость, так скажем, исполнения не та будет. Далее, ну и домашние задания. Домашние задания здесь как раз вот я с прошлого года начал делить на предметную составляющую и метапредметную. Предметная составляющая, понятно, это параграф чтения, вопросы, устный ответ, там готовимся. Метапредметная здесь, по-моему, да, это из учебника. Но вот метапредметные, как раз они у нас большей частью западают по причине отсутствия четких установленных критериев. Ну вот, например, на уроке 3. Родовое общение охотников-собирателей. Предполагается, что на следующем уроке мы с детками будем составлять простой план. Что мне делать? Я в домашнем задании прописываю в метапредметных, то есть в ГИСЭО я пишу прям предметное задание и метапредметное задание, предположим. И в метапредметом я указываю, что ознакомиться с рубрикой на ВУК. Ну, ВУК это виртуальный учебный кабинет. С рубрикой «План», в которой четко излагается все, что от них требуется. То, что выполняется в любом формате, например, и так далее. На публичное представление не выносится план. То, что алгоритм составления, как составлять простой план, развернутый план, критерии оценки, баллы, то, что вес в 40 баллов, шаблон, рубрику можно скачать, то есть ребенок может скачать эту рубрику и читать спокойно, уже не сидя за компьютером, потому что я постоянно им напоминаю, что при подготовке домашнего задания максимум 20-25 минут вы можете работать за компьютером, после перерыв хотя бы 40 минут. Шаблон плана ребенок может скачать, может сюда забить на компьютере, может написать от руки и скан-копию мне в ГИСЭО прикрепить. Ну, это как ребенку удобнее. Главное, чтобы он четко представлял, что если у него есть первый пункт критериев, умение понимать основной смысл текста от 0 до 2, вот все, он этот критерий четко представляет. Тогда не будет разночтений и вопросов, почему мне 5, 3, а Пете 5. Далее, вот эти все метапредметные навыки я, в принципе, делю на две большие группы. Это работа с текстовой информацией, конспект, план, сообщение, доклад, реферат. Опять же, то выделяю детям четко, что обязательно к освоению, а что не обязательно к освоению. Они спрашивают, а почему не обязательно по выбору? Ну, потому что сочинение по истории, в принципе, сдают только те, кто ОГЭ, и по общественному знанию. Проект в 9 классе, опять же, выберешь историю, значит, тебе это обязательно к освоению. Что касается второй группы УД, метапредметных универсальных учебных действий, то это работа с графической информацией. В журнале можно прямо писать, то есть колоночку отдельную для оценок плюсиком заводим,
в теме прописываем работа с текстовой информацией, в дополнении пишем, что это оценка, например, за сообщение. И у ребенка вопросов не возникает, и он может сверить свою работу с теми критериями, которые, например, опять же, вот конспект на 5-м уроке мы пишем в этом же модуле. И он может посмотреть, какие критерии к конспекту, как составлять и какая оценка будет за его работу, и свериться с этими критериями. Так, ну и еще последнее, что хотел сказать, время уже. Корректировка маршрута в формирующем оценивании – это, наверное, самая основная работа. И быстрота этой корректировки, она зависит, конечно, от тех средств, которыми мы пользуемся. Бумага здесь уж никак не пойдет. А еще, да, хотел сказать, что показать, как выглядит страничка итоговая. Да? То есть вот мы этот модуль прошли, все дидактические единички мы усвоили. По самоанализу я вижу, что у Пети западает та-то тема, у Васи та-то тема, потому что они каждый урок отписываются. Но опять же проблема состоит в том, как их мотивировать, этот лист самоанализа заполнять. Опять же, здесь только на уроке в личностных отношениях вот так вот гладя по головке объяснять, да, или ставить такую ситуацию проблемную, когда ребенок понимает, что если он не заполнил лист самоанализа, промолчал, что, например, он вот, ну, термины какие-то не нашел в базовой таблице там, или еще что-то, причинно-следственной связи не мог установить, промолчал, в листе самоанализа не написал, на следующий урок пришел, а Сергей Александрович как раз меня это спросил. Я ему говорю, что вот если бы ты мне отписался, я бы посмотрел вечерком, что у тебя с этим проблемы. Возможно, тебе сразу бы и помог. Если нет, значит на уроке. И перед уроком я бы посмотрел, увидел, что у тебя эта проблема возникла, мы бы с тобой поговорили. Вот здесь вот как раз персонализация, она очень явно прослеживается. Вот проверочная работа, то есть весь модуль мы проработали, дошли до проверочной работы, ребеночек у меня выходит на эту страничку и здесь видит, что есть отдельная папочка, открыть папочку, в которой содержатся вышеизложенные материальчики. То есть тренажер по базовой таблице, тоже HTML-страничка, которую скачивает на рабочий стол и несколько раз может прорешивать, потому что это тренажер, описание проверочной, карта, бланки, тренировочный сам вариант. Здесь рубрика «Проверочная работа» – это, опять же, это пояснение, что это такое, то, что нужно сделать, пройти тренажер, сначала анализировать итоговый отчет, выявить неверные ответы, при необходимости повторно пройти тренажер. То есть каждый шаг ребенку необходимо прописывать, иначе он не сможет выстраивать свою траекторию, да, вот, образовательную к цели. Так, вернемся. И последнее, что хотел еще сказать. Вот в этом году я задумался над такой проблемой. Предметная составляющая, метапредметная составляющая, это все замечательно, но я вот с университета помню, как мне с трудом давалась логика и как мне с трудом давалось объяснение учителю моих каких-то, особенно когда археологию изучали или документоведение, каким образом я получил эту информацию. А именно это обучение детей мыслительным операциям. Все они нам хорошо известны, и вот мы обычно в 5 классе, например, просим ребенка: опиши, что происходит, да, что изображено на рисунке. Он начинает описывать. Мы начинаем делать замечания, не говоря о том, что он неправильно делает анализ, то есть анализирует, да, изображение, и остановившись на том, что он сказал, что здесь изображено это, здесь изображено то, не пошел дальше. То есть не стал пояснять, а какие предметы для чего предназначены. Это как раз синтез. Почему? Потому что анализ и синтез, они теснейшим образом взаимосвязаны. Я вот сейчас начал пытаться делать как раз еще рубрику мыслительных операций. То есть, что такое анализ на уровне ребенка, что объяснить. Пример какой-то сюда выложу и критерии оценки. С критериями оценки, конечно, сложно. Почему? Потому что уровень анализа, синтеза, да, и всех прочих мыслительных операций, он разный в каждом классе должен быть. Вот. Ну, вот такая задумка, возможно, – реализуемая, надеюсь.
Вот, в принципе, все так, галопом по Европам. Что еще забыл? Так, критерии оценки образовательных результатов, это я сказал. То, что они делятся, но вот личностные результаты, у меня вкладка пока пустая. Почему? Потому что там одна табличка, такие общие личностные результаты, пока я не знаю, здесь с трудом идет. Критерии метапредметный показал, предметный показал, ну, в принципе, вроде бы и все, мыслительные операции показал. Все у меня, в принципе, на этом я могу закончить. Если у вас есть вопросы, коллеги, пожалуйста. Да, спасибо, Сергей Александрович. Давайте сразу к чату мы вернемся. И первый комментарий был от, повыше, пожалуйста, поднимите, от Анны. Еще выше. Угу. Да, Анна Крижевская. Интересный материал. Предыдущий учитель у нас как раз работал по этой системе. Но каждый учитель считает, что его предмет главный, и по его предмету ученик будет работать в поте лица. На практике это не всегда так. И, к сожалению, и потом в городах все-таки с интернетом лучше, но у нас в республике еще очень много деревень. Давайте немножко разделим вот как бы это мнение, потому что оно тоже достаточно интересно, отражает вообще специфику всего нашего, наверное, субъекта, всей нашей республики. Вот как вы считаете, да, не будет ли такой ситуации, когда действительно каждый педагог будет считать, что его предмет непосредственно главный? Ну, мы с вами видим такую тенденцию, когда некоторые предметы можно уже формально оценить как зачтено и так далее, то есть даже без отметки, и по сути отношение к ним тоже может меняться. Ну, это понятно, что каждый учитель считает свой предмет главным. Но я не совсем пойму. Это сказано по поводу того, что... Это такой комментарий был в отношении, вот опять же, да, если мы предлагаем детям так много непосредственно включиться непосредственно в учебную деятельность, посредством вот подобных заданий, допустим. Так, домашнее задание, оно получается у нас, смотрите, домашнее задание получается прочитать параграф, подготовиться устно к вопросам и по возможности... посмотреть, например, видео из линейки дополнительных материалов, ознакомиться с рубрикой «Как составлять план». То есть, в принципе, это не так уж и много. Коллеги, к сожалению, Минцифра говорит о том, что в образовательных организациях, относящихся к сельской агломерации, максимальная скорость будет 50 мегабит в секунду, а в городских 100. И поэтому вот этот комментарий относительно того, что действительно в городских школах с интернетом лучше, наверное, имеет место быть. И действительно большая часть школ тоже находится непосредственно в сельской местности, где не всегда, так скажем, с интернетом хорошо. В данном случае, посмотрите, пожалуйста, есть еще вопрос в данном случае у нас Ольги Васильевны. Используете ли вы данную технологию на всех параллелях? Ну, то есть имеется в виду среднее и старшее звено? Или только какие-то классы, например, и так далее? Нет, параллели все, да. То есть, ну вот в параллели все классы. Я пытался 3 года назад попробовать в качестве эксперимента в одной параллели какие-то классы брать на эту технологию, какие-то нет. После подумал, что мне это самому очень понравилось, и я результаты как бы такие практически видел, что появляются детки по сравнению с теми классами более заинтересованные и мотивированные. Поэтому я решил, что в параллели такого-то разделения не буду делать. Сейчас я с этой технологией работаю уже в 6-х, 7-х и в 9-х классах. 8-е они в этом году ко мне только пришли. Понятно. Спасибо, Сергей Александрович. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы вскрыли ряд еще проблем, так скажем, да, на которые нам всем стоит непосредственно обратить внимание. Ну, во-первых, это преемственность между ступенями. Вот та проблематика, о которой вы говорите, например, ребенок не совсем понимает, да, или принимает саму технологию там, перевернутого класса или формирующего оценивания, конечно, обусловлено в целом его первоначальными, наверное, возможностями организовывать свою учебную деятельность и использовать учебные действия так, как это предлагает сама технология. И поэтому как раз вот вы показываете, что
на разных этапах, то есть когда дети уже активно включаются в данном случае в этот процесс, им становится понятно, как организована учебная деятельность, какие учебные действия они могут непосредственно предпринять. Относительно целеполагания. Действительно, наверное, действие экстраполяции, видение себя в прошлом, настоящем и будущем, чем младший ребенок, тем сложнее ему это делать. И вот относительно ближайших целей, да, вот этого маршрута, о котором вы говорили, наверное, все-таки здесь роль учителя на, допустим, самых ранних этапах среднего звена, там 5-6 класс, будет превалирующей. Потому что мы с вами понимаем, что, по сути, как это написано в классике педагогики и психологии, ребенок, заканчивая начальную школу, должен стать, по сути, полноправным, полноценным субъектом ее. А это означает, что у него должны быть сформированы уже действия целеполагания, рефлексии, он должен выбирать непосредственно учебные действия и так далее, исходя из содержания учебной задачи и прочее. Вот этот вопрос, конечно, тоже остается открытым. То есть действительно ли ребенок достигает этого уровня, который необходим, например, ему в самостоятельном целеполагании и прочее. Еще какой момент, помимо вот уже обозначенных технических вещей и так далее, это, конечно же, наше сотрудничество педагогическое, поскольку мы с вами понимаем, да, что, понятно, мы можем самостоятельно все это разработать, но если у нас будут коллеги, которые будут поддерживать внедрение этой технологии в целом, возможно, что консолидация усилий педагогов хотя бы внутри образовательной организации нам поможет минимизировать какие-то риски, облегчить нашу с вами работу и так далее. Вы видите в чате, да, что вас благодарят за такой огромный труд, но я просто представляю, насколько вот это действительно огромный труд, который вы, собственно, продемонстрировали сегодня и показали. У вас очень интересно называется сайт «Другая школа Смирнов РФ». Почему другая школа? Ну, потому что другая школа, ну, во-первых, другой принцип, ну и другие принципы, как бы, и вообще это у меня название родилось еще давненько, когда вот вся проблема с цифровизацией пошла, когда началось отторжение в определенной степени этого. Я вот, как бы, мне пришло в голову, что это другая школа, возможно, сначала новая, после думаю, нет, не новая, это тогда старая, плохая получается, а так вот другая школа, основанная на других принципах, тоже перевернутый класс, формирующий оценивание, другое отношение вообще к организации учебного процесса, как-то так вот. Ну, судя по комментариям в чате, у всех, конечно же, вопрос и интерес в первую очередь к вашим разработкам, материалам. Данный сайт открыт для пользования, допустим, внешними какими-то посетителями, или это у вас какая-то закрытая группа для детей и вас? Пока закрытая, но она почему сейчас закрыта? Потому что ситуация получилась следующая. Этот сайт был на старом конструкторе Google, на бесплатном, а он перестал оказывать поддержку, да, вот этим сайтам, то есть он всех и прикрыл. И мне пришлось экстренным путем летом переносить это все вручную с бесплатного конструктора на платный. Вот сейчас я так рассчитываю, что у меня осталось немного материала, который я должен еще перенести. Через недели 2-3 он будет открытый, да. А так посещений у меня было на старом сайте где-то около 1500 человек в сутки. Уважаемые коллеги, ну вы слышали, что буквально через несколько недель, 2-3, ну давайте говорить так, что к декабрю, да, этот сайт можно будет посмотреть, ознакомиться с материалами и с тем подходом, который в данном случае Сергей Александрович представил. Я благодарю вас за такое подробное, обстоятельное в данном случае представление использования и возможности формирующего оценивания. И надеюсь, что это не первая наша встреча, так скажем, да, вот на данных мероприятиях, и вы поделитесь и будете активно делиться своим опытом. Всего доброго, Сергей Александрович, до встречи. Уважаемые коллеги, ну а мне буквально остается несколько минут на то, чтобы завершить наш сегодняшний семинар, и мне хотелось бы обратить ваше внимание на несколько моментов, которые, как мне кажется, сегодня, может быть, не красной линией, но отчасти прозвучали в рамках сегодняшнего семинара. Во-первых, конечно же, это проблематика, связанная с достижением образовательных результатов, где нам более понятно, конечно же, как достичь предметные результаты.
И в этом отношении наша методическая, по сути, работа и взаимодействие внутри образовательных коллективов и не только, внутри опорных школ, региональных инновационных площадок, муниципальных методических каких-либо объединений или даже республиканских, может как раз быть выстроена в отношении понимания того, на каком этапе, какой образовательный результат мы уже действительно можем с вами определить, какие средства для этого мы можем с вами использовать и не только. По сути, привязка непосредственно результата к конкретной дидактической единице или, допустим, какой-то определенной, может быть, там, теме и так далее, она, по крайней мере, остается такой вот, ну, по крайней мере, свободной. Да? То есть мы не можем точно сказать, что, например, этот материал в тот или иной момент времени, например, такой-то урок в 5 классе, да, вносит в целом в подготовку, например, такие-то достижения или позволит ребенку достичь каких-то определенных действительно результатов помимо предметных, то есть метапредметные, личностные. Все те изменения, которые происходят в современной системе образования, они так или иначе, вы видите, связаны в том числе с цифровизацией. И сегодня опыт, который был представлен, говорит о том, что цифровизация отчасти будет обеспечивать, по крайней мере, персонализацию образования. Понятно, что мы уходим в какую-то гибридную, может быть, схему в этом отношении, и это становится для наших обучающихся более доступной, так скажем, формой, поскольку у нас есть доступ ко всем материалам. Контент мы сейчас в данном случае отрабатываем, проверяем его и так далее. Мы используем активно разные платформы, и в этом отношении, по сути, мы можем предоставить уже качественный образовательный контент. Наш поиск в данном случае тоже позволит найти какие-то определенные решения в части оценивания знаний, в части оценивания иных метапредметных результатов и прочее. Вот сегодня, в данном случае, вы видите, что региональные инновационные площадки, опорные школы Республики Коми пошли по разным непосредственным направлениям, и, конечно же, все это в их практике обеспечивает достижение высоких образовательных результатов. Это, конечно же, и цифровизация образования, это организация методической работы педагогических команд, это и овладение, в данном случае, современными технологиями. И это, конечно же, активный поиск тех технологий, которые являются эффективными с точки зрения непосредственно их внедрения и достижения образовательных результатов. Хочу сказать, что сегодняшняя встреча у нас не последняя, и мы планируем еще провести такие встречи несколько до конца 2021 года, которые будут уже посвящены несколько иным тематикам. И те, кто уже следит за нашей работой, деятельностью региональных инновационных площадок и опорных школ, мы планируем провести еще встречи, связанные с организацией этнокультурного образования и воспитания, в данном случае детей, подростков, и, конечно же, рассмотреть основные итоги развития инженерно-технического образования в республике. Так что следите за, в данном случае, информацией на сайте института, но все участники могут сейчас, в данном случае, им предоставлен доступ к материалам сегодняшней встречи. Также информация появится на сайте, где будет указана ссылка, по которой мы можем ознакомиться повторно, если что-то нас заинтересовало сегодняшним материалом. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за участие в нашей работе. Всего вам доброго, будьте здоровы.